Нясу я праз каралеўскі двор парасятка, яму кляймо ставілі каралеўскае лычык, а вось зверху корона. Парасятка вішыць, слухаць страшна. І раптам зверху голос: перастаньце мучыць жывёліну, всякі такі. Толькі я наважуся вылаецца, мне, разумееш, самому непрыемна, што парасятка вішыць. Гляну ўгару. А там ака прынцэса. Ты такая прыгоженькая, такая миленькая, что у меня аж сердце зашлося, и вырашил я с ёю жениться. Ты мне это рассказываешь, что 101 раз. Головная, беленькая вельми. Я ёй кажу: принцесса, приходь до меня на лужок подивиться, як попасуются свиньи. А яна: я боюсь свиней. Я ей кажу: свиньи, яны тихомирные, а яна: не, яны ровкают. Я ей кажу: человеку это не перешкоджай, а яна: ты спишь? О. И вот, дороженькие вы мои свинки, почал я штовечер ходить гэтай самой дорогой. Принцесса красуется у окне, кветочка. Я стою внизе на дворы, притиснувши руки до сердца, и все полтораю. Приходит до меня на лужок. Так и уговорываю, покуль нас не разгонят. Але нарешті я вирішив. Ёсць, скажу, у меня котелок со звоночками. Які цудовным голосом спевая, кроме того, рассказываю, кого там, что готовится на обед. Добро кажа, приду до тебе на лужок у наступную сераду, ровно о 12-й я хутчэй до христиан, у его руки золотые. И зрабили мы котелок со звоночками. Ох, иди, иди. Вставай, герцогиня. Вставай, графиня! Вставай, баронесса! Христиан! Христиан, прочнися! Принцесса, иди! Гуньяна! Беленькая! На дорожце! И правда, иди! Ты не одна! Засвітай! Кінь кратиться, як ти з ёю женишься, коли так її боишься. Я калачуся не со страху от кахання. А пам'ятайся, вспомни, колькі дзяўчын ты кахал. І заўсёды паспяхова. А яна, хоць і прынцэса, таксама дзяўчынка. Галоўная, беленькая вельми. Дай глянуть пляшки. И миленькая, и пригоженькая. И без по дворы была, а я красуюсь в окне, як слупа, я як веточка. Змовкни, коли вже вирішив жениться, дик жениться. Был ты юнак хитрый, смелый, а теперь... Не ушивай мяне! Яна подыходит. Да не одна со свитой. Христия, я нічого не бачу. Акрамя яе. Ах ты, моя миленькая. Ты со свитой? Добрый, принцесса. А мне сверху с окна сдавалось, что ты меньше ростом. Я больше ростом. И голос у тебя кашотный. Ты снизу я всюду вельми гучно мне кричал. А тут я не кричу. Есть палац, ведая, что я пришла сюда слухать свой котелок. Добрый день, Винопах. День добрый, принцесса. Смелей, смелей, Генри. Принцесса, ты такая беленькая. Что аж страшно робится? Чему? Я скажу. Беленькая такая. Кашотненькая такая.
Добренькая такая. Что с тобой? Вон тая свинья злобно глядит на нас. Якая? А вот гэта и гэта. Пайшла адсюль прэч, баронесса, альбо завтра ж табе зарэжу. Нахабник, нельзя резать баронессу. Нет, это непригожа резать баронессу. Ваша высокость, забороните этому парстюку зневажать придворных дам. Ну, по-перше, он не парстюк, а свинопас. А по-другое, свинопас. Навошта ты зневажаешь мою свиту? Называй меня, коли лаской, Генрих. Генрих? А меня зовут Генриетта? Генриєта? Няўжо? За мяне Генрих? Бачиш, як хороша? Генрих. Ой же ж трэба ж. Генриєта. Смелюся нагадать вашей высокости, что гэты ваш собеседник завтра хочет зарезать баронессу. Скажи, коли ласка, Генрих, а навошта ты збираешься завтра зарезать баронессу? Яна занадто толстая. Яна страшэнна раз'елася. Чаму гэтая дама весь час куляецца? Гэтая дама и ёсць тая баронесса, якую вы назвали свиньей, и хочете завтра зарезать. Нічога падобнага. Вось свіння, якую я назваў баронессай, збіраюся зарэзаць. Вы гэтую свинью назвали баронессой? Так, а гэтую графіняй. Ничего подобного. Графиня, это я. А гэту герцогиню. Какое нахабство! Герцогиня, это я! А гэта свинья баронесса. Называть свиней высокими титулами? Ваша высокость, зверните увагу на непристойний учинок гэтага свинопаса. Ну, по-перше, ён не свинопас, а Генрих. А по-другое, свиньи его подданные, и он мае право узнагародживать их любыми титулами. И увогуле он поводит себя непристойно. Он трымае вас за руку. Ну что тут непристойного? Коли б ён трымал меня за ногу... Молю вас, молчите. Вы такая наивная, что можете сказать зусім страшные речи. А вы не чапляйтесь. Скажи-ка, миласка, Генрих, чему у тебя такие твердые руки? Табе не падабаецца? Ну, якое глупство. Як гэта мне можа не падабацца? У тебя руки вельмі милые. Принцесса, я тебе зараз нешта скажу. Ваша высокость, мы пришли сюда слухать котелок. А коли мы не будем слухать котелок, а будем с крайней непристойной увагой слухать чужого мужчину, я зараз же покличу. Так и не слухайте чужого мужчину и отойдите. А ён и вам чужий. Ну, якое глупство. Я с чужими ніколи не размовляю. Ну, я даю вам слово, принцесса, я зараз же покличу короля. Отчепитесь. Король, ходите сюда худшей. Принцесса жахливо себя поводит. Як яны мне надокучили. Ну, покажи им котелок, Генрих, коли им гэтага так хочется. Християн, включай сюда, давай котелок. Ай, жена Генрих, я навдрескаю тебе по самые уши. Ты думаешь, Что ты думать нема чего бояться? Ваша высокость и вы, высокородные дамы, найцудовнейший котелок со звоночками. Кто его зробил? Мы. Для того, как позабавить высоконароженную принцессу и шляхетных дам.
за гэтымі мернымі бакамі тоіцца самая музычная душа ў свеце. Але і гэта яшчэ не ўсё. Пад сваёй аслінай скурай гэта цудадзейная, верная і вясёлая машына хавае нос. Нос! І які нос! Дастаткова яго толькі накіраваць з любой адлегласці на любую кухню, і ён адразу пачуе, які там гатуецца абед. Высокародныя слухачы, з чаго пачнем? З песенькі, з танцаў ці з абедаў? Принцесса, з чаго пачнем? З песенькі, з танцаў ці з абедаў? Ах, я заслухалася і не заўважыла. Принцесса! 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 Я вам кажу! Мне? Кажите, что хочете. Что вы робите? Вы дозволяете себе обнимать за талию? Это непристойно! Да что ж тут непристойно? Ребенок обнимал меня. Молю вас, молчите. Вы такая наивная, что можете сказать совсем страшную речь. А вы не чапляйтесь. Идите, слухайте котелок. Але мы не ведаем, з чаго пачаць. З песенькі, з танцаў і з абедаў. Як ты думаешь? Генрих. И он кажет, что ему все равно. Я пытаюся у вас, принцесса. Ну, я ж вам казала, что ему все равно. Ну, починайте з обедов. З абедаў. Слухаюся, высокородныя дамы. Такім чынам мы ставім кацялок на левы бок. Чуеце, як ён сапе? Гэта ён прынюхваецца. Ён чхнуў, значыць, ён хутка загаворыць. Увага! Я ў кухні герцагіні. Не перашкаджайце. У герцагіні на пліце нічога не гатуецца, а толькі разаграецца. Чаму? А яна учора за каралеўскай вячэрай нахапала сабе ў рукавы 9 бутербродаў з ікрой, 12 з каўбасой, 5 адбіўных котлет, шашлык по-царску, курицу под белым соусом, пирожков розных 18 штук, соус стартер с каперсами доливками, беф-филе гадар, соус фюме, пломбир натуральный с дукатами, скорочку хлеба. Брешь, нахабный ног! Ну вот что мне брахать. Я докладный прибор. И я на кухне у графини. Когда у графини такая голодная, что я боюсь сходить на плита у графини целый месяц не вареная. А я чему? Яна целый месяц обедаю в гостях. Яна экономная. Чего мне брахать? Я докладный прибор. Ой, цікаво, яшчэ. Я у баронессы. У печи напали, як мае быць. У баронессы цудоўны кухар. Ён гатуе абед для гостей. Ён робіць з камінны курыныя котлеты. Я не стаміўся, я не стаміўся. Бажаю себе в захоплении, высокородные дамы. Ну, а коли вы в захоплении, так вам только и застается что? Танцевать! Таким чином мы ставим котелок на правый бок, и вы чуете?
цяпер цалуй яе. А вот что! Цалуй, каб ёй было што ўспомніць, калі дадому вернецца. Генрых, дзейнічай, вось табе падстава. Ну, правда, Генрих, загляни еще раз в свой каталог. Я сама не ведала, что так люблю танцевать. Ваша высокасць, Так. а ў гэтага кацялка ёсць адна жахлівая якасць. Якая? А не гледзячы на сваю музычную душу, ён нічога не робіць задарма. Першы раз ён граў вам вдячнасць за тое, што вы прыйшлі са свайго каралеўскага палаца на наш сціплы лужок. А калі вы хочаце, каб ён зайграў яшчэ, Я повинна яшчэ раз прийти. Але як гэта зрабіць? Для гэтага ж трэба пайсці, а мне так не хочется. Не треба, я ще рано. Ну ты ж только что пришла. Ну, але інакш ён не заіграе, а мне так хочется потанцевать с тобой. Ну, что трэба рабіць, скажи, я згодна. Треба, каб ты 10 разов меня поцеловала. Бо я вельмі закоханий у тебе. Ну чому ти так дивно глядиш? Ну поцелуй не 10, ну 5 разов. Я? Ні. Чтоб ты ведала, как я тебе украдусь, а ты не перечила. Поцелуй меня хотя бы 3 разы. Ні, я не згодна. А ви робите зовсім справедливо, ваша високость. 10, 5, 3. Кому гэта тут пропонуешь? Ты забываешь, что я королевская дочка. 80, вот что. Сколько? 180. Поцелуй меня 80 разов. Я принцесса. Молю вас, принцесса, я збираюся поцілувати вас у вусни. Гэта непристойно. Ну что тут непристойного? Вкусный шанек. Молю вас, научить. Вы такая наивная, что можете сказать зовсім страшные. А вы не шаплятите. Худшей, худшей. Лилавка, Генрих, я готова. Молю вас, принцесса, не робите гэтага. Но коли вам уже так кортит, нехай меня поцелує хоть 100 разов. Ой, это было бы уже совсем непристойно. Вас я не просила. Вы сами пропонуете, как мужчина вас целовал. Але вас так само. Ничего подобного. Я никогда не принесу. Разумею, 100 разов. И он такий милый, кучеравый, у него такий приємний роток. І направду, каже Генрих, поцілуєш мене 100 разов. І коли ласка не перечте, герцогиня, на я кину вас у подземелье. Але король може убачить вас з окном палацу. Так, станьте вокруг нас. Чуєте? Станьте вокруг нас, закидайте нас своими сукенками. Ну, худшей! Як это можно перешкоджать людям, які собралися цілуватися? Ходи сюди, Генрих. Я готова. А я? Але хто буде лічить, ваша високость? Гэта не мае значення. Калі мы саб'емся, дык пачнём спачатку. Лічите, мадам. Раз. Для першого раза бодай, що достатково уже. Але гэтак мы не скончым до завтрашнего дня. Але гэта жахліва. не турбуйце яго, мадам. Ён усё адно нічога не чуе, я яго ведаю. Жахліва. Жахліва. Король. У кого есть запалки? Ваша великость. Молчать. Да. У кого есть запалки? Ваша великость. Молчать. У вас есть запалки? Ёсць, ваша великость. Молчать. Дайте их сюда. Але навошта, ваша великость? Молчать. Запалки мне потребны для того, каб я смог распалить вогнище, на яким я спалю придворных дам. Я уже назбирал у кустах сухого голля. Калі ласка, ваша великость. Ось запалки. Да? Ось запалки. Речь. Який жах! Моя дочка целуется со свинопасом. Навошта ты гэта зрабіла? Так мне захотелось. Захотелось целоваться? Калі ласка, завтра
завтра ж я тебе отдам замуж за соседнего короля. Не за Тебе никто не пытается. Да я ему повырываю все волосы, Ян Брыдный. а я ему повырываю всю бороду. Ян Брыдный. Тогда я ему все зубы повыбиваю. Виводимо зубов. У його вставни з івиці. За гэтую беззубую развалину ты выдаешь меня замуж? Не с зубами жить. С человеком. Столько тому. Я не нашел английские шпильки, как почтылить себе мантию. И вы тут мне учинили целую оргию. Нет, вас мало спалить. Я придумал, я вас спочатку спалю, потом подсекаю вам головы, потом повешу на самой великой дороге. Молчать. Нет, этого мало. Этого мало. Я придумал. Я вас не спалю. Я вас не подсекаю головы. Я вас не повешу на самой великой дороге. Я вас покину в живых. И буду я сейчас лаять, миловать. Что? Съели? Молчать? Мало того, я позбавлю вас жалования. Тебе, Селенопад, и твоего сёбра я вышлю за межи краины. Но ты виноватый, потому что принцесса Сабровна такая пригоженькая, что ей просто нельзя не закахаться. Котелок я покидаю себе. Куды ты денешься, коли разденешься, коли опынешься в моих руках? Так, ваша великость. Не благо тут слово. Обрали. Нікому я принцесу больше не сосуду. Так, ваша великость, я все одно с нее женюсь. Тяжкий бой, ты да я там мы с тобою, дружа, любый мой. И теперь я маю мету наявую смерть. Закохался в Генриету, а я новую. Я спеваю только одну эту песню. Так, ваша великость, только одну. А такой песни вы понимаете, ничего у тебя нет, не выйти, пошел. Давай, не может быть, бывай, король. Не конкурсе, я все одно с тобой женюсь. А соседнего короля
кажуть, я скучу його так, що лепі не треба. Я поцілував твою дочку і тепер нічого не боюся. Бувай, король! Иди! Ничего у вас не отрывается! Но мы так само не дурні. Я випишу для дочки замежную гувернантку, злостную, як собака. З ёю яна й поедет до соседнего короля. И камергера з ёю пошлю. Я не пошлю, покину себе. И буду лаять, пиловать. Я министр замилованности его великости короля. У меня теперь совершенно много працы. Мой король женится с вашей принцессой. Я выехал сюда, чтобы наладить встречу принцессы с необходной урочистостью и вырушить два деликатных питания. У меня две задачи треба вырушить. Але страшенно секретные задачи. Жандармы! Что, пожалуйста, вашему превосходительству? Жандармы, сочите, как меня не подслухали. И я зараз буду говорить об секретных справах державной... Слушайте, ваше превосходительство! Правда им, что моему королю пришло в голову жахливая, какая жахливая думка. Жандармы! Что подождали вашему превосходительству? Жандармы, заткните в уши. Слушайте, ваше превосходительство! Моему королю пришла в голову жахливая думка. А раптом матуля ее высокости, матуля невесты короля, была у свой час распустница. Раптом принцесса. Дочка короля. Простая девчина. Вот первая задача, яку я повинен вирішити. Ой. А другая такая. Король подумал, а раптом принцесса до заручин так само была распустница. Мела свои пригоды, ну, словом, вы разумеете. Ось, я выехал сюда, как разведать всю подноготную о поводинах и походжании принцессы. И клянусь рыцарским гонором, я доведаюсь про ее высокость усю подноготную. Жандармы! Жандармы! Заткнуть в уши. Жандармы. Что по жаданам вашему превосходительству? Жандармы, идите худшей. Поглядите, телевизор, принцесса. Слухаемся, ваше превосходительство. Тяжкие, какие тяжкие у меня задачи. Але я их развяжу. Мне допомогут 12 бутылок моцного вина и одна маленькая горошина. Я вельми знаходливый человек. Что такое? Ну, какое? Принцесса наближается, ваше превосходительство! Пойдем глянем, все подрихтовано. Мэра! Худший мэра. Мэр. Восемь? Что? Нет. Мэр, несите 12 бутылек моцного вина. Что? Вина? Треба. Ну. Это встреча принцессы? Так. Она пьянюга? Да вы что, объяснили?
Бутельки потрібні для сподорожників. А, для сподорожників! Ага, ну що ж, це буде цікаво. Так, ну. Да несите бутельки, несите. Блин, несите колбасы, ну, кучей! Ах так? Нет! Типа так. Возьмите ключи от скляпа. Дайте мне ключи от горища. Боже, идиот. Это ж треба. Ха, музыканты! Ну, пора, принцесса. Ваше превосходительство? Ну. Першая скрипка наелась винограду и легла на стольнику отпочить. Ну, так что? Виноград, ваше превосходительство. Так. Почал бродить у животочку першей скрипки, притворився вином. Их будем, я напрыгиваюся из пек. Дюрка! Куди ви? Яка обида, что теперь робить? Что там превосходительство? Так. На первой скрипце будет играть другая. Другая, так, а будет играть на другой. На другой скрипце, ваше превосходительство, будет играть, смотрите, контрабас. Так. Мы приложим жертву до скрипки, контрабас возьме, як контрабас, и все будет як нельгале. Ага, але кто будет играть на контрабасе, а? Ваше превосходительство, я об этом не подумал. Поставьте контрабаса у середину, нехай його хапають, спілують, та й у цього будуть свободні руки. Я вельми знаходливий чоловік. Принцесса приехала, ваше превосходительство! Музиканти, дівчати, мер! Мер! Народ! Ну! Хвалевание выжигно вашим приездом в этой степлой вёдочке не варты уваги в поравнании с тем, что робится в сердце моего закоханого водора. И тем не менее, я повинен вам сказать, что я нахваливаю Да вот. Камергер, где мои носовки? Отарыня! Пробачь, я зараз возьму тебя в руки и спитаю тебя у гувернантки. Отарыня гувернантка! Те носовки нашей принцессы лежат себе. Мають быть. Носовки мають припляшать сопел шамакани. Ордер! Носовки у чемодане, принцесса. Достаньте! Вы бачите, мне хочется плакать. Достаньте носовки и принесите! И загадайте подрихтовать мне постель. Пусть темнее, я страшенно стомилась. Но принцесса не будет вечерить. Нет! Она уже третий день ничего не ест. Она наверное, ускользала близким замужем. Вытягните руки с кишень. Это непристойное смерть. Принцесса. Что хочешь от меня, Генель? Спадарыня. Это спадарыня, совместная гувернантка. Она самая злостная на свете. Вот. Ее все життя доводилось выховывать благих детей. Она от этого вельми злюкнула. Вы что, происходили, пан командир? Нет. Я просто тиждень не был на поле. Я взрушен. Пробачте, пан министр, я повинен глянуть, что робить принцесса. Татарина гувернантка, накируйте свои ноги на
принцеса давно на фляку пес знаходиться. Хочемо йти. Тихо, це поноска! Енний хлопчук тетёй. Ай! Ані, пані, всі контролі! Одер! Высший подом народа, на может король батька послал этих лютых людей сопровождать принцессу. Это не просто так. Это не просто так, а я доведаюсь про все. Так, что же робить этой горошиной? Так, девчаты, дорогенько, пригадуйте на 2 слова, я хочу затримать вас только на 2 слова. Ах, что это? Дорогенько, пригадуйте. Дорогенько, пригадуйте. На 2 слова. Только на 2 слова. Грубые и неделикатные девчаты, черт побирай. Як же быть згорошений? Ай-яй-яй-яй-яй, як же ви щось не робите, не треба кучки. Жандарі! Стоп, ожидання вашого превосходительства! Мера! Слухаємося, ваше превосходительство! Так, жандарі! Слухаємося, ваше превосходительство! Идите-ка, не послухали. Я зараз буду говорить о секретных справах державной важности з мера. Слухаємося, ваше превосходительство! Называйте мэра! Мэр! Вам доведется забрать свою спальню принцессы. Не, я сумленный. Вы меня не зрозумели, вам доведется войти тут на секунду после такой девчата поставить перины для ее высокости. Вот все 24 перины на дождь и покласть вот эту маленькую горошину. Ну что? Треба ему все растлумачить. Ну, я ушел вам растлумачить, разумеете. Король загадал наведаться за принцессой Шаровного похожего. Раптом я на низочка короля. А это все может высветлить только эта горошина. Ой, знаете, вот такая подобная на Ваську. Носик, росик, бородка и раптом. Ай-яй-яй. Усё подноготную. А по ваших руках видать, что вы спробовали хутор с этими девчатами, а? Пополював трохи. Брикаються і бадуться, як дикі кози. Дурниці. Подобные девчата, так может утешить. Я як вип'ю, одразу починаю сумувати. Бажанчина! Глядите, давайте гульнем. Веселье, тут садовое вино. Такое вино. Пан камергер, ну посидим ночку, это погуторим, ну. А? Мне хочется. Ну да как хочется. А не! Не могу! Я же не могу, пан камергер, это ж... Я дав слово королю. Як тільки принцеса ляже спать, одразу кластися перед дверей. Я перед дверей, гувернантка коля. Ложка! Ось так і пілюємо усю ніч, не зводячи очей. Вперед отсипаєш.
Зараз я вам розтлумачу. Мер, ну, так поклав, я нащиплюся. Гувернантка. Ідіть. Ну, ось я все розтлумачу. З мером. Видите, мер хотів допомогти вам. Питайте, може він чим-небудь допомогти ще, щоб зустріти належним чином принцеси. І він пропонує 12 бутелек самого моцного вина. Ну, 12 бутелек, пан Калюб'я. Ну, да что, я... Ну, идите, давайте, гульнем. Ну и гувернантку покличу. Наверх я пошлю. Наверх я пошлю. Пригожунов, этих молодцов, жандармов. Самые лепшие у королевской собаки. А никого не пропустят ни до принцессы, ни назад. Ну як же, пан камергер, ну як? Панують на столиках шнапс. Тринген. На церкви они 2 жандармов послать мають бути. Жандары на штат собак, тумцы-гумцы. Доберман? Каких собак? Мощнейшая за нас. Дуна. Раз. Лестница тут один. Лесь. Вот. Один. Сын-то папа шеф. Добре, посилайте. Жандары, ключей наверх, станьте на дверей принцессы и пильнуйте нам прыщу. Слухайся, ваше высочество. 12 бутылек самых лучших вина, ликеры, кубики, колбасы, ну, кучей. Ну, зараз я доведусь запущу подноготную. Закохался в Генриету, а яна в мяне. Я зараз вигляну. Так. Невже ти дверися? Хто ви? Мы жандары его великости короля. Що ви тут робите? Мы пильнуем вашу высокость. А хто гэта сказав? Ах, это сказал человек, який поклявся, чтоб там не было жениться с вашей милостью. И он спевал его, но сябр подпевал ему. Але діду, що ви не отказуєте? Діду, що ви так сумно глядите? Може, ви прийшли мене зарезати? Заните нас за бороды. За бороды? Да. Ой, я не знайома з вами. Не бойтесь тузайте. Навошта? Генрих просит тузануться. За бороды. Матвей! Генрих, а я не ответила. Ничего страшного, принцесса, пусть вы станете его женкой. Да я не тому, что это непристойно, просто я не ведаю, не пригоженькая я. Генриетта, ты такая пригожая, мы весь час едем за тобой следом. Вчера напоили жандарм, сховали их, перепронули, связали. Памятай только по одному и двум, только одному это у нас есть. Вызвали тебе, ты повесьте с собой, ну ты готовая?
бедная принцесса, як яна схуднела. А скажите, Потім, Лена, бедная я- принцесса, вы поговорите потім, а зараз слухайте вас. Мы паспрабуем пячы с тобой сёння. Ну, добре, Генрих. Возьми гэтую паперчу. Гэта ты писал? Хотите ты до чертовой бабки, заткните дырявый мешок. Что это, Генрих? Гэта калі ў тёткі не ўдадуцца, ты павінна вывучыць і паўтараць свайму жениху каралю. Сама ты дрэнна умееш лаяцца, вывучыла яго як след. Приемницю, валіся ты чорту на рогі. Вельмі добра. Под твоими пярынамі ляжыць гарошна. Гэта яна не давала табе спаць. Завтра раніцай скажешь, что ты цудоўна спала гэтую ноч. Тады король адмовіцца ад цябе, зразумела? Нічога не зразумела, але скажу, які ти розумний, Генрих. Колькі у тебе дома пярин? Одна. Я научуся спать на одной пярине. А где ж ты будешь спать, бедненький? Хотя... Молю вас, молчите, принцесса, вы такая безвинная, что можете сказать жудасные речи. Принцесса, что ты робишь? Принайся хутчэй. Яны там зусім п'яныя, мы с тобой цячэм. А не утечем горошина допоможе. Ах ты моя бедненькая. Ну вот что, дороженькие мои сябры, вы не разуетесь, коли я вас попрошу обнять. Вядома, праси, чым хочаш, я ўсё зраблю дзеля цябе. Ну тады хоть гэта і вельмі закрывае нас. Будь такі добры. Поцалуй на них. Назад, куди я так кричу. Стоять! Дайте мне сказать. Ну. Пошкодуй мяне. Ну я хоч і принцеса, але так само дівчина. Ну, коли ти мені зрадиш, поведуть мені вінчати з чужих старих. Ну що це добре? Король у вас капризний. А я хворенькая. Ну хіба я виживу в неволі? Я ж там одразу помру. Ой, чекайте, хоча й ой, бо ви побраття. Утекли! Легче, что оленев заскрывайте во всю краю! Да я жениха!
Стукаются у двери королевской приемной, пан головный кухарь. Стукаются у двери приемной, пан Кококлавец. Стукаются у двери приемной, пан Камердинер. Слухаются, скажите, как вы вошли. Ай, повойду. Можно? Уваходьте. Ну, що вам треба? Мы самые идиотные ткачи в свете. Ваш король наивеличий у свете Франк и Форсун, мы хотим услужить его великости. Ага, пан головний кухар. Дивосные ткачи желают служить нашему усилительнейшему господару. Ага, пан головный колец, там это ткачи пришли. Добрый день, ткачи. Добрый день, пан камердинер. Служить хочете? Добре, я доложу про вас просто першому министру и он королю. Для ткача у нас выше поскорный прием. Дело велико женится, ткачи мои не потребны, но мы на вас принял высших ступеней. Хутка. Мы потратили аж на 2 годины, першим дочекались, ну и порадочки. Возьмали ткачи, вы люди поважанные, старые, пануючи вашу силизну, попередживаю, ни слова об наших национальных, шматвековых, освященных самим моральником традициях. Это держава высшейшая. Или вы будете сомневаться в этом, у вас, невзираючи на ваш узрост, не может быть. Факт. А под вас не народились и дети со сильностями закрыты. Вы орыты? Давно. Да приятно чувствую. Однако я ходил, звоню, король еще не прочинается. Гарать! Выкликать сюда вот солдат. Я! Не за что вы великий царство так мощно. А ну, как-то мы прочинал средний кутка. Я кашляну и король, эти слова. Ну, Авагона, прибыл наш турбота весь час нападал на соседей и воевал. А теперь, никаких хлопотов нема. Соседи позабирали все земли, какие можно было забрать. И вот король спит, и во сне бачит, как бы им отпуск. Стой! Налей! Пусть! Верно! Ты увоходил в приемную короля! Отданал ты! Ин! Явивши себе его немогутность, от страху трапящих! Як ты трапяешь аж болтила! Ты аккуратно по передней, так, пальцы! Бачу трепетание в животе, так. Добре! Верно! Думавши про счастье быть королевским солдатом, а слишком почуться, скачи! Верно! Стать на пальчики, на пальчиках, руш! Прям! День! Еще криху! Прям! День! Верно! Равнение на портрет задули его великости! На нос, задули!
Зос его великость с такими вымуштрованными солдатами терпел поражение. Ну что ж, глядишьте, добрый день, нижайшие служащие. День добрый, пан перший министр. Ну что, все в порядке? Камердинер, скажи правду, Реш. Так точно, ваше превосходительство. Однако же король спит. Отказывай грубо, щиро. Спит. Что это значит? Что его великость убить устанут! Скажи, совцы, Якуба, ведайте наши потребования! Расподнятие новое, оденьтесь иголочки и нового провета! Готовься, готовься! Иголочки золотые! Так просто золотые. Дайте ему убрание, просто золотые иголочки, просто щиро. Кухар! Вешки, грубо кажучи, збігів! Отказывай без хитрых колдяків-окнов. Узбил вершки мне королевского шоколаду. Так точно, ваше превосходительство! Ну так покажи! Это ткачи пришли найматься на работу. О! Добрый день! Наше вам шанование, ваше превосходительство. Королю, кажучи, із задніх думок попросту потрібний. Сьогодні приїжджає невеста. Кукла. А снегом не для высокости готовая, а? А кто это ваша А я понял, а? Покажи! Принять тебе очки, приготовленные для ее великости! Как же без усмирятых там голубцов? Ну что это такое? Ну что вы меня разбудили? Осмелище нагадать вашей великости, что приезжая принцесса, невеста вашей великости. Ну, что я прочнусь? Эй, ты! Навошта, а? Копотеть новые с иголочки убрания, вашей великости. Бог дело. Не могу же я одеваться, когда я не в умор. Развесели меня спасаться. Блазно пошли. Блазно пошли. Властно его великости. Добрый ранец, Эдуард.
Доброй раницы, Ваша Великость. Развесели меня, птицы. Не сосадеваться, я все на улице, на улице. Ну, давай, починай. Ось, Ваша Великость, вельми смешная история. Один купец, Я против. Людвигсен. Один купец по прозвищу Людвигсен вышел в лавки. Для спотыкнется и стрелять отбрал. А тут маляр с фарбой. Спотыкнулся от купца и облил фарбой бабулю. А бабуля сполохалась и наступила собаку на хвост. На хвост? На хвост! Ой, боже мой. А собака укусил толстуна. А толстун... Ой, ходите развеселив. Будем одеваться, говори мою ночную корону. Давай ранишь и покличь старшего министра. Доброго правительства, пан перший министр. Его великости. Доброй раницы, старший министр. Доброї раниці, Ваше Великості. Ой, ну и блажен у меня. Что мне им подобается, так это гумор чистый, без всяких наносов. Купца упустил. Что нового? Ваше Великості, ви ж ведаєте, що старий сумленний, старий промив. Я просто кажу правду у очі. Натальяна, я неприємна. Это, я на тебя николи не гневнусь. Дозвольте сказать вам, Ваша Великость, открыто, грубо, по-дедовски. Вы великий человек, государь. Ну на ложь. Не, мне себе не перебороть. Еще раз повторяю, даруйте мне мою разбешенность. Вы молод, светило. Лук, вы, Ваша Великость, загадали, как придворный ученый склав. Рыбачки, родовод принцессы, выведа в обе пророчка, грубо кажучи, все и тое. Даруйте мне за щирость. Это ж была дивосная думка. Придворный ученый пришел. Садись, Андрей. Правдивый старик. А я тебя поцелую. И николи не бойся говорить мне правду, просто в очи. Я не такие киши короли. Я люблю правду, но вот она неприемная. Покликать сюда придворного поэта. Поэт для государа Левма. Добрый день, придворный поэт. Добрый день. Добрый день, Ваша Великость! Добрый день! Диктовали привитальную промову? А як же, мое натхнение, моя муза, моя отданность Вашей Мне Великости. потребовали не отданы, а промова. Вот, промова готовая, промова, и промова. Это нам, я вам скажу, и не промова, а размова. Ваша Великость каже, а принцесса отказывает. Копию отказов я послал на суток принцессе специально посланцом. Дозвольте прочитать голос. Можно. Вы, принцесса, вы як солнце взошли на мой трон. Светло вашей пригожости осветлило все навколо. Яна, солнце тобой, бляск ваших подвигов заслонил ваших усих супер. Яна, вы, солнце тобой. Ну тут гремят пушки, фанфары, войско, ура! И вы целуете принцессу. Как тоже?
прийому чекають ткачі. Чому ж не пускають до мене, глядіть до мене текма? Ткачі на каналях галопом! Добрий день, ткачі. Доброго здоров'я, ваше велике. Ну, як? А? Ну що ви? А? Що? Бедолага король. Дурно, что вы меня пугаете? Чему это я бедола? Такий великий король, а так отец. Звичайно, ваше великость. Я хоть Нет сусідньої королі. Ой, ваша великость, ой, что же это такое? Что же вы такое говорите? Как же это можно? Ведь и бачили мы хоть что-нибудь подобное. Бачили, ваше великость. Сколько разов? Это черт ведает что? А ну подать мое обеденное убрание. Да не это шел, а номер 8497. Ну, что это? Портки. Так, портки. А что? Да что там пытаться? Граденапил. Ах ты бессоромник, что ж, по-твоему, граденапик, это глупство? А камзол? Градатур. А ковнир? Грогрет. А рукавы? Пудесуа. А плащ? Туркуаз. И что ты отворачиваешься? Ты закопляйся. І бачили ми гэта, ваше великость. А поджоги? Градатуа. Ну, И это бачит. да ты помацай, дурень. Навошта? Я ведаю. Ваше великость, направды гэта кожны дурень бачыў. А мы, ваша великость, можем вырабіць такую тканину, якую только разумные убачат. Господи, я доведуся, кто у меня дурный, а кто разумный, да? В один момент, ваша великость. Почекай, після прийому принцеси, я вам погуляв. Добрий день, ваше великость. Добрий день. Які є зв'язки, по тварі бачу, що добрий мене. Ну? Ваша великость, на жаль, ну, в сенсі моральності, принцеса ідеальна, але І чому ж на жаль? чистия крові, ваша великость, на жаль. Принцесса не отчула горошину под 24 перинами. Больше того, всю дорогу в дальнейшем она спала на одной перине. Чего ж ты смеешься, осел? Значит, помещения не буду? А я так и настроюсь. Ну что же это такое, ну? Ну снова покривдили, снова расстроили. Ай, ваша Иди великость. сюда. Я не лечу, что маю право ховать от вас неприємну правду. Я тебе зараз покажу неприємную правду. Звітуйтеся, ваша великость. Речь! А если прячуся, Ай, ракаю, порежу, арестую. Стерилизую. Вон! Вон отсюль! Гнать принцессу! Зараз же гнать її! Може вона самицька, може вона хаміцька! Вон! грубо, як медведь. Вы и заявите мягко, деликатно. А мне, мовляв, постать не подобається. Но мои испровадим. Добре, я згоден. Адресую що для прийому принцеси. Прийняти її у дворі, а потім я її спроваджу. Ну, духнете. Ну, покривді, ну, розстроєні. Блазно мені хочеться. Давайте собі блазно. Блазно, давай, весели мене, ну, говори мене. Вот, ваше великость, вельми смешная история. Один купец, Як прозвище? Людвигсен. Один купец по прозвищу Людвигсен.
принцессы, красавчики. Телефон руки с кишень. Не носите воды, стой прям. Ах, меня не домысловал. Какой хотите, твоя моя принцесса, через тут записку. Моголь, Моголь, что вы слушаете? Вы все равно не разумеете замежных мовпреч. Но просто уна города с плеч свалила сама себе. Айн, лайн, рай. Теперь с домов принцесс. Королю с одной руки на другую и уна гунар. Финтах по пошествии моя рата. Ваша высокость, подрихтуйтесь, пойду доложу королю об нашем прибытии. Что с вами? Я задумалась. Ага, это добро. Станьте себе на той прамки и глядите пильно. Я гляжу себе, лоби-тоби, а вы король. Добрый ранец, принцесса. Хотите ты до чертовой бабки? Ура! Я счастливый, принцесса, что вы от солнца зашли на мой трон. Светло вашей пригожости осветило все науку. Заткните, дыровый мешок! Ура! Я счастливый, принцесса, что вы зразумели меня по варварству. Асю! Ура! Вы так добро зразумели меня, принцесса, что я могу сказать только одно. Вы такая же разумная, и пригожая. Дурень проходит. Баран! Ура! Я отчуваю, принцесса, что мы кахаем одно другое. Дозвольте вас поцеловать. Пошел прочь, сукин сын! Ура! Ваша великость, дозвольте ущипнуть дерзкую. Ваша великость, я доктора покличу. Нет. Не доктора. Нет. Хорошо. Ведут ваша великость. Неоткладно пошить мне весельное убрання. Зараз я вибачувати ділосну тканину. Ні. Лепей спочатку її убачить хто-небудь інший. Уходь. Добрый день, Евскачи. Добрый день, пан придворный поэт. Вот что такое. Меня прислали с вельми важным поручением. Я повинен поглядеть и описать вашу тканину. Коли ласка, пан поэт, Генрих, як ты мертвый? Кветки ружел нам поставить до горы пелестками и до горы листочек. Так, бодай что так, бодай что пелестками. На пелестках шелк отливая больше пригожа. Король дыхая и пелестки ворушатся, як живые. Что такое? Я какаю, скажи? А чего ж вы чекаете, пан поэт? Я чего? Я чекаю, как вы показали мне тканину, зробленную вами для убрания короля. Коли я в чем-нибудь помилився, так укажите на мою помилку, а отбивать панталык у меня не треба. У меня работа нервовая, мне гроши треба. Але вы крайне уражены, пан. Чим? Але тканина перед вами. Передо мной. Так. Якая цудовная тканина. Гость, на гэты храм. Шалки натягнуты для простушки, а вот стены кучей лежать на столах. Где дома лежать? Осень лежать! Целая куча! А я просил показать мне тканину с умошением, что пойдет на камзол, то на плащ, то на кафтан. Коли ласка, пан придворный поэт. Шов, які упригожені ручі. Ось, гэта пойдзе на камзол, короля.
Король дыхае, а пялёсткі ружу варушацца, як жывыя, гэта будзе вельмі прыгожа. Той, што прыгожаны каралеўскім гербам, пойдзе на плашч караля. Вось гэты з дробнымі незабудкамі, пойдзе на панталоны караля, чыста бела на бялізну і гэты атлас на абшырку каралеўскіх туфляў. На сталах адразу ўсіх гартуюць. А скажите, вот мне цікаво, як на вашей простой мове буде називатися ось той перший кавалок з дружами? А на нашей простой мове гэты колер называется зялёны. А на вашей? Зеленый. Який веселий колір. Вельми, вельми. Ну вот что, дякую, скажи. Вы ведаете, а у вас стільки розмов про ваші дівосні тканини. Кожен такий трасет от жадання переконатися у дурості другого. Ну вот что, скажи, зараз сюди прийде міністр замілованості, до побачення, скажи. До побачення, пан придворный поэт. А министра замилованности я заставлю скакать, Янрик. Як скакать? Як мяч, Янрик. Ай-яй-яй-яй-яй! А що таке? А хіба ви нічого не бачите, пан міністр? А що таке? А якого чорта поліція? Хлопчики, ви стоїте на подвозі на шовку, з якого ми збиралися кроїть камзол. Ай-яй-яй, я захопився. Ой! Это малюнком. Подождите! Ай-яй-яй! Ну что вы? Что вы? Что вы? А, вы ведаете, мы министры весь час тримаем голову в гору. Тому то, що у низі на подводі, я з непривички дрельно бачу. А ось то, ай-яй-яй-яй-яй, то що, ура, можна з телевізору прикажуть, яка я придорожу. Ну, ви працюйте, працюйте. Зараз до вас іде перший міністр. А першого міністра я назову просто дурнем. Просто дурнем у очі. Просто дурнем у очі. Эй, ключи! Вы прибрали на подвозе! Такая дорогая тканина! И валяется у пыли. Ай-яй-яй-яй, шутка хорошая, говорите. Слухайте, ваше превосходительство! Ну як ты смеешь пить горелку за працей? Что там за дурень глотку дерет? Ты что? Не позволь. Это дошли, перший министр. Бачите, пан міністр, я вас по голосу не познал, а за тканины не побачив. А ось як ви мене убачили, вот что не зрозуміло. А я попал. Не люблю эту горелку проклятую, я ее за версту чую. Хіба гэта горелка, пан міністр? Гэта ж вода. Что ты суешь мне под нос, эту свою поганую пляшку? А ну приберите на подводе! Король сюда придя. Зараз приду и погляжу. Приду и погляжу. Як? А? Туду. Дивосно. О, якая тканина! Это коробка. А ты что скажешь, смиренный старик? Ваша великость, благодарствую. Я вам скажу такую правду, якой себе не бачу. Може ви здивитеся, ваша великость, може я уважу вас, а я скажу. Так. Даруйте, але іншим разом сапраўды хочеться бути правим. А ніякой тканины, ваша великость, вы нигде не знойдете.
Як правильно. І пишна, і валяўніча. Вельмі дакладна сказано. Ну что ж, бачу, я ткачи у вас уже все довольно готовое. Так, Ваша Великость, мы сподяемся, Ваша Великость, не осудить нас за колер гэтых рук. Так, не осудить. Так, не засудить. Мы вырашили, Ваша Великость, что червоное оружие кожну в достатковой колькости бачить на кустах. На кустах бачу. Так. Выдатно. Тому на шоу, Ваша Великость, мы вырашили зрабіць их Синими, судовно синими, роскошно и высокородно. сярэбранымі, панове прыдвор. А як Ваша Великость знаходзіць фасон гэтага канцу? Ці не занадта ён смел? Мне не занадто, так? А як Ваша Великость Ну, знаходзіць... довольно. Давайте примирать, а то у меня сегодня еще шмат справ. А я попрошу пана министра замиловаться, потрымать камзол короля. А нет, не, это я не, зеварты, я навод заклинаться. Можно. Перший министр, раздельте меня. Пан министр, а як ви трымаєте камзол? Я святыню. Пробачте, ви трымаєте його до гори ногами. Я захопился малюнком. Могу я попросить пана першого министра потрымать панталоны короля? Друже, я только что с канцелярии. У меня руки. Так и у меня руки. У меня учернили. Возьми. Я забыл дома окуляры. Я ничего не бачу. Что так? А вось полковник. Але у меня дрыжаць руки, я вельмі узваляваны. Вот поэт. У нас у семьи это древняя прикмета трымать в руках королевские панталоны. Ну, в чем справа? Давайте примирать. У меня еще много справ. Клеватка, Ваша Великость. Дядайте, ножку, Ваша Великость. Правей, теперь левей, еще крыху правей. Так, Ваша Великость, я думаю, паны придворные надели паспорт спрытно, мы трохи бянтежимся перед таким великим королем. Так, пан министр камзол, пробачьте, вы трымаете его спиной. А, вы его упустили, даруйте мы сами. Так, Ваша Великость, генрых плащ. Ну, Ваша Великость, вот и все. Дивоцкой тканины яе легкость. Яна амаль что не адчуваецца на плячах. Бялізна будзе готова до раніцы. Ну, ваш крыху довговатый, так у плечах тісні, але наогул гарнітур мне подобається. Як перший міністр, як я у нім виглядаю? Ваша Великость, даруйте за грубость. Вы наогул прихожу. А в этом гарнитуру я подкачу. Молодцы, ткачи, браво. Роскошно и высокородно, пышно и малевничо. Мы вас не отпустим. Вы усіх нас ось гэтак охраняете. Я задоволений. Дякую, скажи. Просите, чего хочете.
Батька, хоть раз в житті поверь мне, даю слово Ходору. Жених идиот. Дочка моя, король не может быть идиотом, король завсёды мудрый. А ее толстый. Дочка ты моя дорогая, король не может быть толстый, это называется величный. И он глухий, по-моему. Я его знаю, а он не чує и вже. Король не может ржать, это называется вечно насмехается. Ну что ты так жалостно глядишь на меня? Ну я ничего не могу сделать, отвернись. Нельзя, принцессе, выходит замуж за свинопаса. Да и он не свинопас, а Генри. Что знал? Генри! Не говори глупства, вот соседние короли будут с величеством насмехаться. Ты ран. Ничего подобного. Ну, гляди, вот скажет министр замилован. Ну, погляди, какой он смешный, ну, погляди. Ваша великость, ваша высокость, мой государ зараз прийде. Яны робят нас угоняться за генералом, якая усмехнулась, убачивши новое одение нашего усилительнейшего уладара. Як только нахабница будет покарана, мой государ, одразу ж прийде. Вот, нахабница покарана. Король, иди! Король, иди! Король, иди! Сюда приди! Сюда приди! Отвернись! Нават самое пышное убрание не может сховать твое полымя, якое пылая у моим сердце. Батька, ну теперь ты бачишь? Куди он идет? Добрый день, куда? Добрый день, куда? Что вы робите, куда? А может, вы вызовете на площадь такие мысли? Значит, и вы так само. А что я? Так само. Альбо дурень, альбо не на своем месте. Той, кто не бачит где-то убрание, альбо дурень, альбо не на своем месте. Дурень той, кто бачить гэта убрание бессоромный. Это кто ж бессоромный? Ты говоришь, чем можно пойти. Ты бессоромный. Чему? Потому что вы идете на площадь без штанов. А это что? Нога. Нога? Так. Голая нога. Ну, следуйте. Ну что ж манить? Придворные! Я одетый, Ой, высокородно и пригожа. роскошный и высокородный. Пышно и маляўніча. Ну, Зинев, первый министр. Я одетый, Ваше Величество, даруйте, даруйте за грубость. Ты голый старый дурень. Разумеешь, голый. Ты погляди на народ. На народ погляди. Не задумайся, несчастный блазен. Трощать традиции, дым идет на держава и... Молчать! Полковника меня, войскі надзейныя, яны абароняць караля ў выпадку чаго? Вы чуеце, як народ мучыць. Подполье подвело пан перший министр. Яны узброенные парасонами. Коли б не парасоны, а тут парасоны. Парасоны? Коли на чистоту не ручаються из-за солдат, отступят. Нельзя гублять час. Треба збентежить народ. На дом, на хабство. Треба як лучше не було протягувати шлюбну церемонію. У мене фрейлини вместе за вами. Дрень, оборонить нашими. Дрень, твоє фрейлини. Бери принцесу за руку, король. Тата, а
хлопчик разумный, и он ведает таблицу множения. Второй голый! На животе бородовка, а податки тяре. Живот гарбузом окажу, подпорядковывайся. Присик, вунь присику ягу. А туди ж стерилізує. Я здоров.